Здравствуйте, дорогие друзья! Открывая сегодняшнюю арену событий, хочу вспомнить пословицу «Казацкому роду нет переводу». Ведь этот выпуск будет посвящен 25-летию возрождения российского казачества в Республике Саха-Якутия. А начинались юбилейные мероприятия здесь, в мэрии Якутска, 10 июня, круглым столом на тему возрождения якутского казачества вчера и сегодня. Казаков мало, не бывает. Что подтвердили и большой круг якутского казачьего полка, собравшийся 11 июня, и гала-концерт 7-го республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни, украсивший празднование Дня России. Веселы привалы, где казаки запевалы. Ну а за круглым столом, уже упомянутым мной, собравшимся был представлен республиканский законопроект о российском казачестве в Республике Саха-Якутия. Казак без службы не казак. Это, значит, у нас такая площадка открытая, каждый может высказать свое мнение, свои пожелания, свои замечания и предложения. Всех поздравляю еще раз с наступающими праздниками. Дай Бог вам всем здоровья, счастья и успехов. Сегодня мы будем говорить о возрождении казачества. Исторически казаки охраняли рубежи нашей Родины, осваивали новые территории. Якутское казачество, кроме того, участвовало в полярных экспедициях. Таким образом, внося вклад в развитие географической науки и культуры России. Государство с уважением относилось к этому свободному сословию, но в кровавый 20 век советская власть постаралась уничтожить не только казачье сословие, но и саму память о том, что оно из себя представляло. Вольные люди, осознанно защищающие государство, а вместе с тем имеющие убеждения и умеющие их отстаивать, стали не нужны. История учительницы жизни. Исторической миссии казачества в Сибири и на Дальнем Востоке коснулся и я в разговоре с атаманами казачьих обществ, не закрывая глаза на тысячи репрессированных, лишенных имущества, расстрелянных по надуманным обвинениям, а часто и вовсе без суда и следствия, невинных людей. В том числе казаков репрессировали. У нас большой лагерь Лабуя под Среднеколымском, 18 километров. Я решил там установить большой поклонный крест. Вот, владыка Роман приезжал, потом осветил его. После этого, значит, мы сделали поход с казаками. В открытое море на своих лодках вышли вместе с Нижнеколымскими. Со Среднеколымска по всей реке Колыма, это больше 700 километров, и вышли в открытое море с казаками. В шторм попали, и вот дошли до Амбарчика. Это тоже там был громаднейший ГУЛАГ. Потом далее была мечта у меня до Магадана добраться, значит, Колыма же она такая большая. Доехали до Симчана в прошлом году, мечта моя сбылась. Это благодаря тому, что наша республика помогла и выделила 2 раза деньги, значит, через департамент по делам народов Севера. Вот, и благодаря этому поход состоялся. Вы, кстати, сегодня были на семинаре, присутствовали, так? И Строгова, Галя, молодец, очень хороший доклад. Роль участия казаков, то есть в развитии Сибири и Дальнего Востока, очень отразила такая грамота. В каком плане? Культуру, письменность, православие принесли казаки якутского казачьего полка. Родоначальники казачества, родоначальники освоения Сибири и Дальнего Востока являлись казаки якутского казачьего полка. Атласов открыл Камчатку, Ерофей Хабаров открыл Амур, и, соответственно, то есть и Приморский край, и Хабаровский край, и Амурский, то есть вот основали казака, было основано казаками якутского казачьего полка. Весь север, Дежнев, Семен Дежнев, казак якутского казачьего полка. И на протяжении вот этих вот почти 400 лет, в общем-то, казачество себя проявляло. Современное якутское казачество, конечно, разительно отличается от якутского же казачества 17-20 веков. Но, как и прежде, где тревога, туда казаку и дорога. Александр Николаевич, опишите ситуацию с положением казачества на Дальнем Востоке, кому как не вам знать ее. Сейчас казачество уже рассматривается не как нация, а как вот образ жизни, как какое-то сословие, то есть казачье. И поэтому вот современная роль якутского казачества, в общем, связана с тем, что у нас сегодня очень много казаков служат в МЧС, очень много казаков служат в ГИМСе, в органах правопорядка служат. И плюс вот казаки в районах, что греха таить, и пожарные команды в небольших селах и так далее закрываются. То есть сейчас общественное формирование
только из казаков существует. Правопорядок, вы знаете, что на 2, 3, 4 села один участковый, то есть, значит, все мероприятия и так далее при поддержке казаков, которые находятся на местах, то есть вот такими вот методами народных дружин и так далее, вот мы в районах работаем. Ну и самое главное, вот реестрован наш казачий полк, который был образован в 2004 году при помощи генерал-полковника, героя России, Царства Небесного Трошева Геннадия Николаевича. Он к нам приехал, и он создавал этот реестровый полк. Так. Вот с этого времени, в общем-то, мы активно стали работать по военно-патриотическому воспитанию детей. И сейчас основная задача у нас стоит – военно-патриотическое воспитание детей. И не случайно Владимир Владимирович вот буквально в этом году это основным направлением дал. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Достаточно ли делается обществом казачьим в этом направлении? Как можно усилить эту работу? Ее надо наращивать, так? У нас очень много энтузиастов в республике, в том числе и в городе, так? Очень много энтузиастов, которые занимаются, воины-афганцы занимаются, Подголов, Саша уже 25 с лишним лет, он, по-моему, прошлый год юбилей отметил с клубом «Подросток». Разрозненно все занимают, кто чем детьми занимается. Так? Я думаю, что вот сейчас мы можем значительно нарастить в каком плане? Во-первых, через казачество централизованно. Но нам для этого, мы до этого занимались все на общественных началах. Нам для этого хотя бы ставки. Вот мы сейчас с Горано ведем работу, дайте нам 2 ставки. Мы сейчас вот на круге, наверное, рассмотрим вопрос, и уже решение пойдет в Министерство образования. Дайте ставки на местах, и мы значительно, мы в разы можем увеличить количество ребят, занимающихся военно-патриотическим движением. А вы сами знаете, ребята в 10, 13, 14 лет, то есть дай в войнушку поиграть, дай с автомата пострелять, куда-то сбегать. Да. Александр Николаевич, а как можно оценить роль той целевой программы, которая работала по сохранению и развитию казачьей самобытной культуры? Была целевая программа, она отработала у нас 3 года, 2009-2011 год, и мы по этой программе получили где-то порядка 7,5 миллионов рублей. Это мы создали материальную базу своим казачьим обществом на местах. Материальная база в чем? У нас очень много, практически у всех казачьих команд есть макеты оружия, есть утварь такая, как палатки, спальники и так далее. То есть, потому что каждый год мы проводим военно-полевые сборы с детьми. То есть порядка 800 детей доходило в хорошие, в добрые времена, когда было достойное финансирование, доходило до 1500 детей военно-патриотических классах, то есть занималось. У нас при каждой команде практически 120-150 детей занималось, а таких команд у нас 12, то есть по республике. Но мы сами понимаем, кризис и так далее, значительно сократилось финансирование, и мы сейчас пытаемся и учим своих казаков на местах участвовать в грантах. Вот 3 гранта в этом году мы, 4 гранта выиграли, где-то порядка на 900 тысяч. То есть, а программа как таковая, финансирование не работает, только через гранты сейчас работает. Без атамана казак – сирота. Какими чаяниями и проблемами живут в районах республики казачьи общества и их атаманы? Это соблюдение традиций, обязательно, самобытность казачья. То есть, как все народности Якутии, которые проживают на территории республики, у них у каждого свое. У нас то же самое. Мы это поддерживаем. Помощь. Казаки считаются не тогда, когда вот мы сидим казаки. Они считаются семьями. То есть это ребятишки, наши жены. Все это культурный склад, помощь определенная. Вот таким вот образом. Но самая первоочередная задача – это воспитание молодежи, особенно социально незащищенных слоев. Занимаемся еще добровольной пожарной командой. У нас их 6. Один состоит основной из казаков. Это муниципальное образование Лоббинский наслед. Имеются пожарные цистерны, которые используются при тушении загораний в селах, где нет пожарной части. По направлению патриотического воспитания я организовал в 2012 году военно-патриотический казачий клуб «Роза ветров».
где 20 или 25 детей разных возрастов, от 5 до 17 лет, проходят, скажем так, военную подготовку. И, как коллега говорил, в 2014 году мы участвовали в российском фестивале казачий. Казачок называется. Это кубанское казачье войско проводит в Краснодарском крае. И в 2015 году, вот тоже благодаря грантовой поддержке, мы пишем гранты для того, чтобы купить одежду, укрепить материальную базу своих обществ. Ну, в данное время вот, мне вот, в этом году лагерь, тоже август начнется, 21 сутка, 25 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Без работы, как без заботы. И умный казак в дураках ходит. Вот что государственные люди должны знать и помнить в первую очередь. Казачество обещает многое, но ничего не дает. Поэтому мы вот сейчас, на сегодняшний день, есть закон о казачестве, есть закон о государственной иной службе, есть реестр, который сделали все. Но понимаете, я еще раз делаю акцент, который я сегодня поставил на большом на столе. Да. Почему именно настоял на том, чтобы отдельно сделали так, чтобы мы имели приоритет, предположим, казачество, да, у нас, я еще раз повторюсь, у нас дети, жены, деньги надо казакам зарабатывать. Я не хочу их просить. Я почему сделал акцент именно на этом, чтобы государство задумалось, приоритетные направления, строительные, какие-то там еще есть, чтобы мы, если мы берем на себя обязанность нести государеву службу, то есть отдавались нам, чтобы мы не только просили, мы работали, зарабатывали, воспитывали, отдавали. Потому что на сегодняшний момент как получается? Большинство атаманов меня поддержит здесь, да? Мы деньги, которые у нас есть из зарплаты, с пенсии, там, мы туда все равно отдаем. Отдаем. И взамен мы ничего не получаем, понимаете? Да, мы не американцы, там, не японцы, да, но мы пытаемся защитить и свою культуру, самобытность, и ребятишек, которые никогда даже о казачестве никогда не слыхали, а потом становятся этим. Понимаете, мы отдаем государству свое здоровье, силы, возможности, все. Мы не просим взамен ничего, но мы просим, единственное, чтобы на нас обратили внимание и давали, если мы несем службу, давали нам приоритетные направления в работе, чтобы мы могли сами зарабатывать деньги. Сегодняшний выпуск «Арены событий» подходит к концу. Входи прямо, гляди смело. Всего вам доброго. До свидания.